Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. События ближайших 2-3 дней. Что ждет, что произойдет и что поменяется. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, что-то много у вас тут накручено. Какой-то денек у вас идет, прям голова кругом. Много ярких событий, и вы прям как на разрыв. Да, и туда надо, и сюда надо, и везде надо успеть, со всеми надо повстречаться, договориться, что-то обсудить, сделать, отнести, принести, купить. Какой-то сумасшедший дом у вас происходит. Хорошо, что вы зашли на мою отсыпку. Постарайтесь все спланировать, постарайтесь заранее, но просто прочертить себе эту дорожную карту, в какой день вы что делаете, чтобы у вас не было такой перегрузки. Вот действительно перегрузка идет. И, кстати, вот эмоционально можно даже не выдержать. Ну вот столько событий, все в одно время. Так, какая-то встреча отменится, важная встреча для вас. Вы эту встречу ждали. Причем ждали давно. Возможно, это какая-то запись, абонемент, рандеву. Да, вот что-то будет переноситься. Значит, не переживайте, не печальтесь. Ничего страшного, просто немножко отодвигается. Это не какой-то знак судьбы, что нет, не будет, не получится. Нет, это просто такие обстоятельства. Так, кто ждет? Здесь у меня кто-то ждет либо чьего-то приезда, либо какого-то поступка. Может быть, вам что-то пообещали, там, привезти, отвезти, прийти, я не знаю, там, починить, поремонтировать. Немножко тут что-то не так пойдет. Смотрите, ну просто как закрытая дверь идет, да? Возможно, вы неправильно договорились. Перепроверьте эту информацию в плане того, насколько вы договорились, либо во сколько человек приедет, во сколько привезет. Но вот как я вижу, да, человек приходит, стучит в дверь, а там пусто. То есть вас нет дома. Вас просто нет дома. Человек приедет и уедет. Такой момент интересный. Передоговоритесь, либо уточните еще раз, во сколько человек должен приехать. Во сколько, да, чтобы все-таки состоялась ваша встреча, и вы получили то, что вы ждете. Вот это очень важно для вас, чтобы не расстраиваться и не переживать. Так, внимание со стороны мужчины. Ну, этого мужчину вы точно знаете. Вы с этим мужчиной общаетесь, знакомы, здороваетесь, может быть, вместе работаете, либо проживаете рядом. Этот мужчина в вашу сторону с комплиментами, с какими-то предложениями ухаживать за вами будет пытаться. Вот если вы позволите, то здесь и приятные свидания могут пойти. Почему-то прям прорвало его вот именно в этот момент. Знаете, вот он с вами будет общаться, и вы будете чувствовать, что он как будто бы себя сдерживает, либо не договаривает. Действительно, ну, как говорится, и хочется, и колется. Может быть, особо предлагать нечего, может быть, он не свободен. Но тем не менее будет уделять вам внимание и будет стараться, чтобы вам было приятно. Если на работе, например, начальник, да, либо какой-нибудь коллега, даже за вас какую-то работу выполнит, да, либо что-то там подправит, исправит, очень по-хорошему к вам отнесется. Если по соседству, то человек может прийти, что-то поремонтировать, починить, там, не знаю, отнести, поднести. То есть какую-то пользу вам даже может принести. Но это хорошее, приятное общение идет.
приятно, и вам приятно, и этому человеку приятно. Да, просто мы на короткий срок смотрим, неизвестно, что дальше будет. Ну, пусть это будет сюрприз, да. Так, но общение у вас с ним состоится. Так, как эта ревность идет, ревность. Но это вы кого-то будете ревновать. Приревнуете вы кого-то очень сильно. Такое прям чувство, знаете, как за душу схватит. Но не на пустом месте. Не пустое место, потому что, видите, Скорпион тут вышел. Может быть, кто-то спровоцирует ситуацию, либо специально подстроит, либо, знаете, как, ну, допустим, вы замужняя дама, и какая-нибудь там бабенка знакомая начнет хаять вашего мужа и говорить: а вот ты знаешь, его там видели, да, он там, шел, у него на руках там девки висели гулящие, да, какие-то вещи будут говорить. С одной стороны, вам будет обидно, с другой стороны, вот прям действительно ревность у вас разыграется, но знаете, это больше похоже как на желание сделать вам больно, либо чем-то вам досадить. Вот тот человек, кто будет вам об этом говорить, ну, желает вам причинить боль. Да, может быть, в отместку, может быть, там, завидует вам, да, человек, и может специально гадостей наговорить, чтобы посмотреть, как вы мучаетесь. Мои хорошие, ревность — это самое худшее чувство, которое может испытывать человек. Это хуже, чем ненависть. Правда. Старайтесь бороться с этим чувством, старайтесь сначала разобраться в ситуации, а потом уже принимать решение. Да? Вот. И если какой-нибудь, там, даже знакомая какая-нибудь женщина, да, либо знакомый мужчина вам что-то такое гадкое говорит, ставьте под сомнение эти все слова в первую очередь. Под сомнение. Да? Вот. Поверьте, здесь что-то нечисто. Нечисто. Это как информация даже против вас идет. Не против вашего, например, мужчины, а против вас. Чтобы вам было больно, чтобы вам было плохо. Ну вот заодно и узнаете, кто ваш недоброжелатель, да, либо кто вам очень сильно завидует. Так, какие-то предложения делового характера. На работе могут быть предложения, либо по работе могут быть предложения. Несколько предложений идет. Но они какие-то все одинаковые, однотипные, либо имеют одну и ту же стоимость. Да? Ну, например, вам предлагают работу. И там зарплата такая, и тут зарплата такая. Предлагают подработку. То же самое, да, оплачивается одинаково. Там контракт могут предлагать тоже одинаково. Вам сложно будет выбрать. И вы прям так задумаетесь, скажете: ну что такое, ну как это может быть, да, разные виды работ, там, либо разные задания, но платят одинаково. Вот. Хотелось бы, конечно, больше, но на данный период времени именно так выходит. Послушайте, что бы вы там ни выбрали, вы все равно не ошибетесь. Ошибетесь, если откажетесь. Вот отказываться не стоит. Особенно, если это подработка. Вот. Поверьте, там могут быть щедрые чаевые, либо какая-то щедрая надбавка. Просто вам об этом не говорят, и это в свое время придет. Так, знаете, как еще, да, вот прям пришла в голову эта пословица: мал золотник, да дорог. Вот, это вот ваш случай. То же самое могут предлагать не вам, а вашему, например, супругу, либо вашему там сыну, дочери. Пусть соглашаются. Пусть соглашаются, пойдут попробуют. Ну, это интересный новый опыт, который, ну, кстати, будет и оплачен. Так, для тех, кто постоянно работает, на постоянном месте работает, здесь какая-то агрессия вызвана завистью со стороны ваших коллег. Может быть, они не будут открыто вам в лицо что-то говорить, но вы это будете чувствовать. Вы будете чувствовать, и причина здесь очень простая. Ваш начальник, общий, да, непосредственный начальник вас хвалил, либо ставил в пример. И люди вместо того, чтобы вот прям подумать: да, значит, я плохой работник, либо я что-то делаю не так, надо что-то в себе менять, они обозлились на вас, потому что вы лучшая, да, потому что вас хвалили. Вот, и прямо из-под лобья могут смотреть. Ну, неприятные моменты, но это надо пережить. Надо просто пережить. Но в целом к вам хорошо относятся на работе, в целом, да, то есть вас и уважают, и ценят как сотрудника, как коллегу очень любят. Но вот так иногда бывает, когда одного хвалишь, другого ругаешь. Да, люди могут злиться друг на друга. Смотрите, на начальника не злиться, а злиться именно на вас. Типа думают: о, вот она в первых рядах, больно ей надо, да.
Мы на работу пришли время просидеть и зарплату получить, а не стараться там попу рвать на мелкие кусочки, чтобы что-то прямо тут гениальное сделать. Но вы такой человек, вы действительно, вы по-другому не можете. Вы не умеете саботировать, вы не умеете плохо. Это вообще против вашей естественной природы. Так. Кстати, у кого есть свекровь, свекровь может вас поучать. Тоже, знаете, как эта зависть идет. Может быть, вы что-то приготовите, это будет очень вкусно, у нее так не получается. И она начнет вас критиковать и говорит: фу, а что ты делаешь, а что ты такая, сякая, а я вот не так делаю. Ну, сами понимаете, да? Не ругайтесь с ней, не ругайтесь, поблагодарите ее за ее ценные, бесценные советы. И можете даже, знаете, как сказать: ну окей, мама, вы во всем правы. Давайте так, вы все делаете гениально, просто шикарно. Я не очень хорошо, вы сами видите. Давайте вы для меня будете каждый день там готовить, да? Приезжайте готовить. Вот. Поверьте, сразу вот эта ее агрессия пропадет, и она такая скажет: ой, что-то я засиделась, задержалась, пойду-ка я домой. Вот. Попробуйте, немножечко ее присадите. Кстати, может еще поучать по поводу детей, да, что там, как воспитывать, как одевать, там, следить за детьми, ну, какая-то ересь идет. Завидно, что вы хорошая хозяйка, что вы замечательная мама, что вы о ее сыне заботитесь лучше, чем она. Вот все, вот вам и ответ. Так, по поводу вашей мамы. Мама, бабушка, может быть, сестра старшая. Ну, вот прям как мама она к вам относится, любит вас как мама. Женщина такая вышла. Может быть, и подруга ваша, да, либо соседка. Может, и такие отношения бывают. Смотрите, что-то приятное идет, приятное, какой-то подарочек идет приятный. Подарок связан с заботой. Возможно, подарит шапочку, шарфик, там, не знаю, там, варежки, там, рукавички какие-нибудь, там, перчаточки, тепленькое что-то, носочки, может быть, для вас свяжет, да? Что-то вот тепленькое подарит, с заботой связано. Ой, вам так будет приятно и в какой-то степени неудобно. Вам тоже захочется вот прям побежать, купить все самое ценное, дорогое и ей подарить. Послушайте, она этот подарок сделала не для того, чтобы получить взамен подарок. Это подарок выражения ее любви к вам. Поблагодарите, обнимите, поцелуйте, Господи. Ну вот это будет самая лучшая награда. Ждет вас такой подарок. Кстати, как-то сентиментально это все будет происходить. Кстати, кто-то давно не виделся с мамой, и у вас вот в ближайшие дни будет встреча. Что-то поймете, что соскучились страшно. Если какие-то были проблемки, недопонимания, прям все забудется. И с вашей стороны, и с ее стороны. Прям так обниметесь, вот, слова такие добрые будете друг другу говорить, очень приятно будет. Так. Ну, у кого мамы нет, я так понимаю, что ну, какая-то близкая женщина вам. Вы ее очень любите, как маму любите, она вас как дочь любит. Какие-то хорошие изменения идут в вашем доме. Хорошие изменения. Может быть, отопление, либо вы себе радиатор приобретете, да, зима. Может быть, вы что-то поремонтируете, почините, либо новенькое что-то купите для дома. Я просто вижу, что у вас настроение повышается дома. Вот вам приятно, вам хорошо, вы довольны, когда дома находитесь. Ну, у кого-то, кстати, может быть, ссоры были дома, вот идет мир. Либо кого-то не было долго, да, человек возвращается, и все, вы спокойны. Все свои дома, все рядом. Благодать у вас получается. Уезжать никто не будет, наоборот, вот как люди приходят, приезжают, с добром идут. Так, кому-то придет, не знаю, возможно, почтальон, либо какой-то вестник. Вестник о деньгах, да, либо почтальон приносит деньги, либо вам чек принесут. Ну, смотря какая система у вас. Такое письмо очень приятное, долгожданное, и прям настроение вам поднимает. Но это что-то с деньгами связано, с получением денег. Именно вам дают, не вы, а вам дают. Так, может быть, перевод вы получите. Да, может быть, у вас детки взрослые работают где-то в другом городе, в другой стране. Пришлют вам переводик. Прям приятно станет. Любят, заботятся о вас. Так, кстати, о любви. Мужчина, ваш муж, я так понимаю, да, муж возлюбленный, вот с кем вы вместе.
у вас не получится в ближайшие дни как-то время вместе проводить, либо гулять вместе. У мужчины идет какая-то колоссальная занятость и какое-то настроение, знаете, вот подавленное, что ли, да? То ему тяжело. Вот он как бы эмоционально не справляется. И плюс что-то еще болит у него. Болит. Знаете, вот где-то ниже солнечного сплетения и туда вниз. Но понятно, что у вас всех мужчины разные, но вот как я вижу, у него болевая зона — это вот от солнечного сплетения и туда вниз. Это может быть и желудок, и печень, и мужские всякие там болячки могут быть. Вот у него на фоне стресса, на фоне вот сильных эмоциональных скачков вот что-то, может, хроническое обострилось. И прям вообще не вытягивает. Как-то такой стал. У кого-то слишком пассивный стал, молчаливый, а у кого-то, наоборот, какой-то вот запуганный, резко реагирует на все. Девочки, нужна помощь, нужно вмешательство, успокоительные всякие средства помогут хорошо. Там чаечки, может быть, там валерьяночка, может быть, даже и таблеточки, да, которые успокаивают, помогают. И, конечно же, нужно вести, хочет, не хочет, да, но нужно вести на осмотр к специалисту. Потому что если что-то хроническое обострилось, поверьте, дальше будет хуже, если это все запускать и не купировать проблему. Да. Знаете, всего и сразу не заработаешь. И да, бывают такие моменты, когда тяжело, трудно. На то и семья, на то и близкие люди, чтобы помогать, поддерживать и оберегать этого человека. Кстати, мужчина что-то не очень себя хорошо чувствует. Здесь я вижу, люди общаются в интернете. Интернет, может быть, вы пара, да, общаетесь через интернет. Может быть, это человек с вами работает, да, либо какие-то ваши дела делает, но связь идет через интернет. Вот то же самое. Человек может просто выпасть на несколько дней из-за какой-то болезни, либо из-за какого-то состояния не очень хорошего. Да. Подводит мужчину. Что такое? Но это временное состояние, никакого злого умысла нет, и вот оно время, да, пройдет несколько дней, и все у вас наладится, и человек выйдет на связь, и дела дальше будут делаться. Нормально, все будет хорошо. Так, я вижу, что вы что-то будете делать, что-то шедевральное, может быть, что-то готовить, печь, не знаю, там, вязать, шить. Может быть, это что-то связано с вашей профессиональной деятельностью. Что-то вы делаете руками, и это просто восхитительно. Восхитительно, невероятно. Прям фурор произведет. Вами будут очень восхищаться, прям аплодируют вам люди. Вас будут просить рассказать, как вы это делаете, либо поделиться рецептом, секретом мастерства. Мои хорошие, не надо этого делать, не надо, потому что, знаете, вы как бы автор, да, вы, возможно, сами это все придумали. Вот. Люди могут этим воспользоваться и присвоить это себе. Чтобы не было потом грустно, обидно и противно, воздержитесь. И даже если за деньги будут предлагать купить секрет мастерства, скажем так, не соглашайтесь. Почему-то вот идет такая информация, что вы можете пожалеть об этом. Пожалеть. Вот за вами никто повторить не сможет. Вот вообще в принципе никто. Будут какие-то мирские попытки, но они будут настолько блеклые, настолько они будут никчемные. Стыд и позор. Вот. А если вы поделитесь, если вы расскажете, все будут это делать, и вы потеряете свое право автора. Вот. Все забудут. И вам будет сложно это все принять. Не надо. Делайте что-то уникальное, делайте для себя. Если человек хочет так же, он может дать вам заказ, да, оплатить ваш заказ. И вы и денежку заработаете, человеку приятно сделаете, да? Вот так, как будет правильно поступить. Возможно, и зарабатывать на этом начнете неплохо. Кто его знает, да? Вам что, деньги лишние? Я думаю, нет. Кому они лишние? Тем более в наше такое сложное время.
Не надо, не делитесь. Как бы там у вас не выпрашивали, как бы вас там не уговаривали, все равно не делитесь. Оставьте этот секрет своим. Вот, все. Только вы знаете, только вы умеете, только ваши руки знают, как это делать. Так, еще момент. Момент переживания на работе, либо за работу. Но идет какое-то сообщение, информация какая-то идет. Какая-то глупость. Кто-то что-то придумает, кто-то что-то скажет, дурачки подхватят, и я вижу, что вы будете волноваться. Почему-то вы за чистую монету это принимаете. Какие-то горячие новости, все такие: ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Вот. Если вам такое говорят, сразу посылайте на 3 буквы. Вам не надо это знать, это все пустые глупости. Вы можете разволноваться и себе мигрень еще, не дай бог, заработать. Либо заснуть потом не сможете. Не надо. Это глупости, это какой-то неадекватный человек сказал, а более неадекватные люди это все разносят с бешеной скоростью. Ничего плохого не будет, и те новости, они несостоятельные, они пустые идут. Вот. Так, девочки, кого-то будут вызывать в школу, да, если ребенок школьник, возраст от начальной школы до старшей школы, могут прислать пригласительный в школу. Причем повод будет, ну, скажем так, нерадостный. Придется идти, придется разбираться. И смотрите, как с каким-то пафосом это все будет вам предоставлено, что вот ваш ребенок, то да сё. А как начнете разбираться, кажется, что ничего серьезного, да, какие-то глупости, мелочи. И это просто дети балуются. Да, ничего там крамольного нет, преступного ничего нет. Будете недовольны. Системой будете недовольны, педагогами будете недовольны. Ну вот, что нагнетают ситуацию. Но разбираться надо. Или, знаете, еще может оказаться, что не ваш ребенок начудил, да, а какой-то другой ребенок, а просто вашего сделали виноватым. Ну, вы разберетесь. Я вижу, вы такая женщина, вы порядок наведете. Так, еще момент какого-то очень удачного приобретения, шопинг. Смотрите, вот кого-то дорожка заведет в какое-то место, магазин, может быть, даже рынок. Но вы обычно туда не ходите, либо никогда там не бывали. Либо вы никогда не покупали именно таких продуктов, да, таких товаров. Может быть, это и не еда, может быть, это какая-нибудь там косметика, да, косметика, там, уходовое средство, не знаю. И вам прям навяжут эту покупку, вам так красиво все опишут, ну, уговорят одним словом вас это приобрести. Вот, денег отдадите. Это не бесплатно будет, и цена, ну, я так скажу, не маленькая. Но вас уговорят. И вы знаете, вы сначала расстроитесь, да, вот так подумайте: ой, зачем же я это купила? Господи, ну, деньги потратила, да, лучше бы что-то важное, нужное купила. А потом, как вы распробуете, как вам понравится, как поймете, какой эффект потрясающий, вот прям сразу видно. Очень будете рады этой покупке. Да, вот так идет. Так что делаем выводы, на себе не экономим. Покупаем для себя самое лучшее. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.